Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня начинаю свое видеообращение с очень хорошей, очень важной новости. Провел сегодня президент страны Владимир Владимирович Путин организационный комитет «Победа», на котором рассматривался вопрос о присвоении статуса город трудовой доблести 12 городам Российской Федерации. В том числе это наша Воркута. Решение сегодня оргкомитетом принято, и наша Воркута вошла в перечень вот этих 12 городов. Это очень важно. Это очень важно потому, что действительно в годы войны Воркута поставляла на гора, наверное, один из самых важных экономических составляющих победы – это уголь. Это не только, безусловно, это, конечно же, уголь, который согревал замерзающий блокадный Ленинград, но это еще и уголь для экономики, для обороноспособности страны. И, конечно, и Воркута, и воркутинцы, и вся Республика Коми достойна того, чтобы город Воркута получил именно звание города трудовой доблести. От хорошей новости перейду к будням. Сегодня мы второй день работаем в Ударском районе с коллегами из правительства, с депутатом Государственного совета Магомедовым Русланом Магомедовичем. Посетили несколько населенных пунктов. С утра посетили отдаленное село Большая Пыса, посмотрели врачебную амбулаторию. Хочу сказать, что это такая достаточно показательная врачебная амбулатория, очень хорошее здание, кирпичное, двухэтажное, в очень хорошем состоянии. Медучреждение оказывает медицинскую помощь 319 человекам, из них 26 детей. Кроме жителей Большой Пысы, это еще жители 6 деревень, расположенных рядом. До поселка Усогорск далеко, 115 километров, поэтому, конечно, очень важно, что амбулатория оснащена всем необходимым. Самое главное – кадры. В амбулатории работает фельдшер, медсестра и зубной врач. В общем, такая гордость и действительно, наверное, зависть для очень многих амбулаторий, где мы посещали и где были вопросы, чтобы был зубной врач в том числе. В амбулатории 2 машины, новых машины скорой помощи, и они тоже работают для того, чтобы в удаленные населенные пункты могли приехать по вызову и фельдшер, и медсестра. Поскольку мы заговорили уже о здравоохранении, об оказании первичной медицинской помощи, 2 слова скажу о программе «Земский врач», «Земский фельдшер». Почему? Потому что сегодня было много вопросов, связанных именно с тем, как решить кадровый вопрос на селе, в участковых больницах, в районных больницах. У нас сегодня программа земского фельдшера и земского доктора в республике работает очень активно. Напомню, что врач при переезде в сельскую местность получает 2 миллиона рублей, а фельдшер получает 1 миллион рублей. И у нас на сегодняшний день удалось привлечь в регион 47 врачей и фельдшеров. На сегодня выплаты получили 6 врачей, которые пополнили штаты центральных районных больниц Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Куломского, Сосногорского районов и Интинской городской больницы. И сегодня еще раз Министерство здравоохранения республики рассматривает документы на выплату 17 врачам и фельдшерам, и среди них как раз участковый врач в Ударскую ЦРБ. Сегодня об этом был тоже вопрос от жителей, когда будет укомплектовываться врачами Ударская ЦРБ. Провели, как я сказал, уже 2 встречи. Это в селе Большая Пыса и Чернутьево. Встречи с жителями, с лидерами общественного мнения, с депутатами местных советов.
Обсудили, как всегда, очень большой объем вопросов. Безусловно, на первом месте это ремонт и строительство дорог, социальных объектов, обеспечение дровами. Причем даны были очень важные ответы, по которым мы сегодня уже нашли алгоритм обеспечения дровами по фиксированной цене, поддержка сельхозпроизводителей, работа переправ, ну и многие-многие другие вопросы. После каждой встречи составляется протокол с поручениями правительства республики по решению вот тех вопросов, которые жители задают, и подготовке предложений. По эпидобстановке. К сожалению, мы опять подросли. У нас 219 случаев за сутки. Вчера, вы помните, было 218 коронавирусом. Выздоровело достаточно большое количество людей, 770 человек. Это хорошо. Наибольшее число заболевших ничего не меняется. У нас Сыктывкар и Ухта 80 случаев и 43 соответственно. И Сыктывдинский район 13 заболевших. По койкам мы ничего не меняли пока. 2406 коек у нас развернуто. Занято 1372 койки. Снижаем, но потому что очень активно выздоравливаем. По вакцинации. Первый компонент вакцины получили 256 772 человека. Полностью завершили вакцинацию 233 786 человек. И сегодня нам в истекшие сутки еще дополнительно поступило 2400 доз вакцины. То есть у нас на сегодняшний день очень большой запас, более 144 тысяч доз вакцины. Поэтому снова приглашаю и прошу приходить и вакцинироваться. Уважаемые жители республики, на сегодня это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, будьте здоровы. До следующей встречи.